Акшамлар хайыр бүгін Хрым ишгалінің 691 күні. Эфирде заман студияда Эльмаз Асан çalışmakta. Генетическте бутун дүния Кырым-Татар конгрессінің ижра шурасының 3-чі топлашуы екінленді. Ой екі күн девам етті. Мерасимге эм Кырымдан эмді ижра шура азалары олған дернек векиллері келді. Түркия, Румания, Канада, Америка Қошма Штатлары, Литва, Алмания темсилдерері топлашувда иштирак етті. Невбеттеки топлашув апрель айында Литвада өткерілежек. Музакире етілген ве қабул етілген қарарларыны бутун дүния Кырым-Татар конгрессінің президенті Рифат Чубаров açıkladı. Bu sene Gençlik rayonunda bazı yerlerde yeni camiler kuruluşu başlanacak. Aynı zamanda buradaki Kırım Tatarlar çok talebeli olan okullarda ayrı projeler yerine getirilecek. Bala bahçehaneleri Kırım Tatar dilinde yeni açılganlarını ya da kurulmasını düşünüyoruz. İşte bu rayonga endi sosyal programalar da bu diasporanın yardımının bu meselelerinde baktık. Aynı zamanda Ukrayna bütçesinde 2016 senege 60 milyon grivna gösterildiğini buradaki yerli hakimiyetinin ve Gençlik Meclis regional meclis azalarının bir müzakere alıp bardık ve bu günleri en aktual böyle önemli problemaların çözmesine bir cedvel kurulacak ve devletin paraları mecliske ayrılmış gibi gösterilgen paralar elbette mecliske de gir Kırım Tatar toplumlarının inkişafına kullanılacak ve birinciden elbette bu Gençlik rayon çünkü Kırım'ın sınırında olan hem yakın bu bizim evveldeki topraklarımızdan birisi. Украина resmi şekilde Kırım ile mal satışlarını yasak etti. 17 yanvardan başlap yarımadağa tek içtimai cihetten gerekli olgan mallarını kırsetmege mümkün oldu. Başka hiçbir mallar kırsetilmeyecek. Bu yasak vatandaşlarının şahsi şeylerine stratejik emniyeti olgan mallarga ve elektrikki hüküm sürmüyor. Bu yasak ne için tek şimdi? Yani mal satışları öyleydi vatandaşlık blokadasının iştirakçilerinin yasak etilgen son peyda olganını bizim muhbirlerimiz öğrendi. Наконец-то это произошло. Это не потому, что я хочу, чтобы Крым остался без продуктов украинских. Просто Украина наконец-то определилась со своим отношением к Крыму. Она начала проводить хоть какую-то государственную политику. Она перестала делать вид, что Крыма нет, перестала игнорировать тот факт, что с оккупированной территории ведется какой-то товарооборот. Это говорит о том, что на сегодняшний день, не учитывая видение и позицию гражданского общества Украины, политическое руководство страны не имеет стратегического видения, как оно собирается действовать в отношении восстановления территориальной целостности Украины. Отсутствие стратегического видения и порождает, по сути, реакции на факт свершившихся каких-то событий. Kamachaf iştirakçileri Kırım sınırında olgan blokpostlarını terk eteler. Şimdi aksiyanın formatı denişi. Tafsilatlıca Elvina Setbulayeva'nın levhasında. 4 ay devamında aktivistler mında maşinalarını toxtab teşkil ediler. Şimdi ise blokpostlardan keteler. Bunun endi sınırcılar uğraşacak. В том формате, как мы стояли, как мы блокировали, больше уже такого формата смысла нет. У нас есть протокол, который мы вместе подписали, все вместе, совместный протокол, по которому мы готовим сейчас активистов наших, они пройдут обучение определенное и выйдут, уже станут в статусе гражданского объединения внутри прикордонной службы. Evvelden mında Çangar'da teşkilsiz yolunu geçmege olmaz edi. Bugün ise yollar açık. Arabalarını bir kimse toxtatmay. Ukrayna Nazirler Şurasının işgal olgan Yaramadanyan alış-verişini yasak etilivi boyunca karar işke düştü. Endi uç блокпоста birkaç insan nefbetçilik yapacak. Нам приказ пришел снять людей, оставить 2 человека, которые будут фиксировать номера автотранспорта. Все. Больше нам сказали ничего не предпринимать. Aydavcılar için endi yeşil çırak ama onların fikirleri denişti. Конечно, хорошо, ты чё? Для меня они не мешали. Если честно вам скажу, я с ними всегда дружил и в хороших отношениях был. Лично я недоволен, потому что должны проверять. Одни проверили, другие проверили, меньше провезут.
гадости всякие. А так бы лучше бы что, остались, что ли? Ну, гранаты находили? Находили. Активистлердің әксереті Чанғарда қалмаға істей. Блокаданың форматы денішкен сон, олар сынықчыларына вегумрыкны незарет етечеклер. Эльвина Седулаева, Ильдар Исматов, Заман, АТР. Муфтины мечлистен чыхармақ бөле резолюцияны бұтын дүния Қырым-Татар Конгрессінің ижра шурасы қабыл етті. Резолюцияны бақып, сонки қарарны мечлис алмақ керектір. Қырым мұсылманлар муфтисі Хаджи Эмирали Аблаев мечлисінің 33 азасындан бірідір. Шура делегатлары муфтины әм ишіні, әмді әрекетсізлігіні тәнқит еттілер. Резолюция принята такая по поводу муфти. Поручить Меджлису крымско-татарского народа исключить муфтия из рядов представителей Меджлиса крымско-татарского народа. Это то, что резолюция. Естественно, мы осудили все его действия, которые, так скажем, и даже не только даже действия, а бездействия. Потому что человек, который заявляет о том, что нет сегодня преследований крымско-татарских активистов, нет преследования крымско-татарских СМЕДИа, нет преследований крымских татар вообще в поселках компактного проживания, как минимум лицемер. А как максимум всего этого дела он предатель, то есть по-татарски садхан. То есть біздің миллетіміздің садхан адам тарихте халаджах. Точно так же, как в тарихте халаджах Наман Челебеджихан, который умер шейит олыпта, кахраман олыпта, біздің миллет очень ольген. Муфти относятся, и в том числе Ильясов и Заур Смирнов, относились к тем людям, которые Анеткен Созлерн Айтханлар. То есть они поклялись на Коране, поклялись на флаге крымских татар, поклялись защищать народ крымских татары перед крымских татар, перед всеми врагами, которые будут посягать на нашу национальную целостность. Поэтому они предатели в априори. Решение Меджлиса и решение Курултая, сегодняшнего решения Шуры, которое было принято, об этом как бы свидетельствует. Сегодня, да, они получают деньги, какие-то блага, они могут ходить там под охраной, и занимать какие-то посты. Но мы не должны жить одним днем. Мы народ целый. И мы, наш народ, будем нашу судьбу вершить сами. Вершить ее так, как считаем нужным. Потому что народ с нами, народ с активистами гражданской блокады, народ с Меджлисом, народ с Курултаем и народ с Шурой. Қырым татарлар үшін жәмелерінің құрма ғаясыны Львовға қочып келгенлер де дестекледілер. Шер хакимияты мұсылман мезарлығы үшін топрағына айырдылар. Көчіп келгенлерін айтқанларына көре дин Қырым татар медениетінің темелі ола. Дин олмаса медениет де ғайып ола. Чтобы вы понимали, очень сильная религиозная идентичность. Ливане говорят, мы верим в Бога, вы верите в Бога, то мы здесь не видим никакой проблемы. Наоборот, мы видим проблему в тех, кто не верит в Бога. У меня просто мечеть была в Крыму через дорогу буквально. И я в нее не ходил так часто. Когда сюда приехал, начал на пятничную молитву, каждую неделю ходить. Если мы ассимилируем в нашей основе, тогда мы перестанем существовать просто. Да? Поэтому если парню или девушке, которые достигли зрелости, наша религия предписала молиться 5 раз, совершать намаз, мы непременно должны это делать, без никаких уступок. Если наша религия запрещает употребление недозволенных напитков и продуктов, то мы непременно должны от этого отстраняться, несмотря на то, как смотрит на нас окружающее общество. Қырымда есе Конгрессінің ижра шурасы топлашқан вақытта муфтият кенді конференцияны кечірді. Анда Қырымның чешіт көшелерінден келген дин жемиет азалары жемат тешкилят векиллеріні топладылар. Бұнен берабер конференцияға Русияның айрыжа Татарстан ве чечен дин лидерлері давет етілді. Топлашқанлар муфтиге қол тұтып Хаджи Эмирали Аблаев Қырымны дегелді атта Полония, ақ Русия ве Романия муфтисі олмақ керек олғаны сеслендірділер. Оны Номан Челебеджихан идаре еткен Таврия муфтилігінің девам еттірджісі кебе көрелер. Муфтины тенқит етмеге гүнах олғаны білдірділер. Бұнен берабер белі олмаған инсанлар муфтины өлдірме керек олғаны тенқит еттілер. Украинада Қырым муфтиятны тешкіл етілежегіне қаршылық білдірділер. Венуман Челебеджихан адына тешкіл етілген батальонға Қырым татарлардың кірмесіні тақбих етілді. Ләкин резолюцияда Қырым татарларға қаршы олған басқа қында ич бір шей айттылмай. Творить шариата не может быть принято ни одним здравомыслящим мусульманином. Во-первых, осуществление блокады отдельно взятого региона или местности с мирным населением
является крайне запретным действием в исламе. Муфтии мусульман Крыма являются правопреемниками таврического муфтията, того муфтията, который действовал на территории Польши, Литвы, Белоруссии, части Украины еще до 2017 года. И сегодня об этом четко заявлено, и мы уверены в том, что на этих территориях другого, как крымского муфтията, во главе с муфтием Крыма быть не может. Рус тарафдары olğan Kırım hareketinin yol başçısı Remzi İlyasov meclis kararlarını lağu etmek için komissiya teşkil etti. Bu haqda Umuftiyat ötkergen konferensiyada seslendirdi. Bu fikirge İnkişaf Birleşmesi de kol tuttu. İlyasov'un fikrine göre tüzilecek komissiya Muftiyat'ın beraber meclis kararlarını öğrenip lağu etmege hakkı olacaktır. Мы создаем национальную комиссию, где будем рассматривать все те решения, которые принималось со дня вступления в состав Российской Федерации Крымом, и совместно с Духовным управлением мусульман рассматривать их возможность отменить для народа. Январьның 17-сіне кечер gecesi İçki rayonunun Dmitrivka kasabası meclis yolbaşçısı Enver Veisov'nun evinde yangın yüz bergen. Bu haqda o'z Facebook sayfasında meclis reisinin birinci muavini Nariman Celal bildirdi. Başta azbarda pıçen yanmağa başlagan, sonra ise ateş azbarda turgan maşinaga keçken. Ateşnin köreşmege tırışkan ev sahibi şimdi yatakhanede buluna. MЧS bergen malumatga göre sanki birinci araba yanı başlagan. Lakin Veisov bildirgen göre komşusının araları kergen. O keçenleri Enverge Molotov kokteylini atmağa işandırgan edi. Kırım jurnalistini kolaysız sual için işten boşattılar. Kırımskaya gazeta hadimi Olga Krayamnını öz istegenin ariza yazmağa mecbur ettiler. Çünkü o Vызов ток-шоу programmasında Rusya prezidentine Taygan ve Skaska hayvanat bahçelerinin tesisçisi Oleg Zubkov ile bağlı olan sual verdi. Resmi olarak işten boşatılığının sebebi vazifenin becermemesi belgileniyor. Ama jurnalist Kırımskaya gazetasında çalışkan vakittan beri ona bir şikayet olmagan edi. Путин объявил 2017 год годом экологии, когда вся страна должна пересмотреть свое отношение к окружающей среде и озаботиться хотя бы частично сохранением биоразнообразия, чем и занимается Олег Алексеевич. А у меня два замечания по теме. Первое, я позволю себе не согласиться с телезрительницей, которая заявила, что Олег Алексеевич должен заботиться сам об обеспечении электроэнергии в свои парки. У Олега Алексеевича есть договора с Крымэнерго, по которым он получает электроэнергию и платит немалые деньги за нее, как предприниматель. Крымэнерго, в свою очередь, предоставлена была им задача, они распределяли генераторы и обслуживали их. Можно понять, когда генераторы не поставляются цементные заводы, например, да, и совершенно другое дело, когда речь идет об объектах, где тысячи жизней. Жизней ценнейших, это и краснокнижные животные. В принципе, жизнь бесценна, да, но здесь речь идет о краснокнижных животных, и о животных, которые всем миром сохраняются. Ялтада Deniz fenerinde Ukrayna bayrağı peyda aldı. Bunu Kırımski Novosti agentligi bildiriyor. Sarı mavi bayrak resimini katerler toxtatgan yerde Deniz limanının fenerinde çizildi. Deniz fenerini Ukrayna bayrağı yarım kun yaraştırdı. Bundan sonra ise resim görünmesin diye onu diğer boyanin boyaladılar. Ато зонасында vaziyet kergin kalmakta. Keçken kun devamında cenkaverler 23 kere ucum etkenler. Ukrayna pozitsiyaları tarafına Minsk anlaşmaları yasak etken Selanin ateş açalar. Vaziyet hem Mariupol yönelişinde hem de Donetsk civarında kergin kalmakta. Неподалік Талаківки ворог обстріляв з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Також обстрілам з аналогічного озброєння піддались наші позиції біля Новгородського на Донецькому напрямку. Сили АТО неухильно дотримуються режиму повної тиші і не піддаються на провокації бойовиків. Загалом з початку доби кремлівські найманці 23 рази обстріляли позиції наших військ. СБУ cenkaverlerini birer tutmağa devam eteler. Yakalangan antracit sakini cenkaverlerge ta 2014 senesi koşulgan edi. Aytkanına göre Ukrayna askerlerine karşı cenkleşken Veselyanin blokpostlarında hizmet etken. Я житель города Антрацита, ранее бывший
оперуполномоченного уголовного-розыска Украины. Работал в МВД Украины до 2014 года. Меня ввели в заблуждение. Я пошел, помогал ополчению города Антрацита в составе казачества, подразделения капитана. Стоял на блокпосту. Это была моя самая величайшая ошибка, которую я сделал. Я призываю жителей ДНР, ЛНР, которые находятся на оккупированной территории, покончить уже с этой войной и прийти к миру, вернуться обратно в состав Украины, так как все было раньше. Вернуться уже, чтобы все вернулись к своим семьям. Пожалуйста, давайте уже закончим эту войну. Кырым парламентінің сабық депутаты Василий Ганыш қанунсыз шекілде азат етілді. Бөле фікірде Украина баш прокуратурасы янында тешкіл етілген Қырым-Мұхтар Жемқұриетінің прокуратурасы болуна. Прокуратура СИЗОдан Ганышны азат еткен Киевні Днепропетровск махкемесінің қарарыны тенқітке оғратты. Ганышны Қырым парламенті Русия спецназы тарафындан запт етілген сон сессия иштирагінде қабатлайлар. Колишній депутат парламенту Крима скоїв особливо тяжкий злочин, який передбачено покарання, якщо я не помиляюсь, від 12 до 15 років позбавлення волі. Крім того, згідно вимог статті 176 Кримінально-процесуального кодексу, частина 5 зазначено, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, домашнього арешту не може бути змінено, застосовано до категорії цієї злочинів, у якому обвинувачується зазначена особа. Ермайы фиаты түшкенінен Русия кеметі ватандашларына ен бетеріне азыр олмақ керек олғаныны білдірді. Шымды бір баррел ермайы үшін $28 берелер. Ратлық күнлері есе фиатлар $27 қадар түшті. Мемлекеттің бюджеті эксележектір. Экспертлер білдіргеніне көре бұл инсанларының келерлеріне бұйық тесір етежектір. Во время Гайдаровского форума представители властей несколько раз подчеркивали, что любые решения по бюджету не коснутся социальных обязательств. Другими словами, несмотря на необходимость пересматривать многие статьи расхода, социальные расходы сокращены не будут. С другой стороны, с учетом того, что индексация социальных расходов будет происходить меньшими темпами, чем инфляция, в реальном выражении население будет становиться беднее. Я думаю, что ничего хорошего не будет. Как я ощущаю, но у меня не очень много денег, поэтому я никак себя пока не ощущаю. Ну, я думаю, что инфляция будет большая, и все будет усложняться. Ну и до выборов это будет как-то спасать какими-то сиюминутными мерами, но не более. Я работаю в банке, ощущается на себе это бремя. С каждым годом все что-то хуже и хуже, лучше не становится. Бұл сонки хаберіміз әді сізге ие ақшамлар тілейім, сағылықнен қалыңыз.